Привет всем, кто онлайн, с вами Анна Дергаусова. Специально для тебя все самое интересное и актуальное в реальном времени. Сегодня ты увидишь. Приключения и бег с препятствиями. Сокровища сибирского медведя найдены. Детали в рубрике «Сверхразум». За молодыми учеными будущее. Бизнес и наука как единое целое. Или как заработать мозгами. Нашла коса на камень. Греческие, французские, колоски и классические косы. Мастер-класс для любителей экспериментов. Лето – это маленькая жизнь. Итоги оздоровительной кампании в рубрике «Имхо». Их пространство намного шире компьютерного. Любители приключений, они с легкостью решают умственные задачи. Ведь чтобы продвинуться в следующий уровень, необходимо проделать целый ряд мыслительных операций. В переводе с английского «квест» значит «поиск». Основная задача игрока – выполнять миссии, исследовать конечные станции, разгадывая загадки и отвечая на вопросы. Активисты движения «Хранители Байкала» решили перенести виртуальную игру в реальную жизнь. Молодежь, она любит эти игры, да, и они понимают это очень хорошо. Они бродили, они проходили какие-то станции, они были различного формата, то есть чем-то это было похоже на игру. Свыше 150 участников из 17 команд, студенты средних и высших учебных заведений, на один день стали настоящими кладоискателями. 17 этапов, среди которых интеллектуальные и спортивные состязания на звание лучшего. Основная цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни. Мы стараемся проводить вот эти все мероприятия совместно. Ну и, естественно, мы применяем здесь, во-первых, умение по основам военной службы, чтобы они имели кое-какие знания и кое-какой опыт уже владения оружием, знания проверяются тут. В общем-то, очень много. Очень интересно это мероприятие, и мы с удовольствием проводим, с нашими ребятами. Формат квеста был выбран специально для привлечения большей заинтересованности молодых людей. Мы когда запланировали это мероприятие, мы хотели сделать более молодежный формат, то есть необычный, чтобы ребята, все равно же это наши горожане, чтобы они по-другому посмотрели на наши достопримечательности, на наши памятники природы, которые у нас, памятники города, которые у нас есть. Верхнеудинск всегда был купеческим городом. Краеведы считают, что город на Красной Уде хранит множество ценностей. Когда-то здесь свой след оставили торговые караваны. Немалые средства могли оставить и купцы. Многие пытались найти спрятанное, но было это не под силу. Поэтому 2 года назад современным купцом целенаправленно был скрыт клад, за которым и гонялись нынешние кладоискатели. Нужно бегать от станции к станции и выполнять задания, которые они дают. И проходили станции. И как каждой станции свое мероприятие, бегать, прыгать, что-то еще там отгадывать, логика. Таинственная и влекущая игра притягивала внимание многих, а главное, вызывала неподдельный восторг участников. Кто стрелял в медведя, что ли? Пятачок! Пятачок, действительно! Вени! Организаторы игры приготовили для студентов всевозможные конкурсы. Сейчас ребята с закрытыми глазами составляют фигуру. Посмотрим, что у них получится. Задание называется «Считалочка». Ребята пытаются состроить, получается, цепочку от 1 до 10. На нашей станции, команды выступали, по моему мнению, неплохо, так как они стреляли и девушки хорошо, и молодые люди показали отличный результат. Основная цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни. Сейчас очень популярны, получается, мероприятия такие, как квесты, то есть энкаунтер, и вот мы решили тоже воспользоваться этим ситуацией, тем более сегодня прекрасная погода, и студентам будет всегда приятно побегать, поиграть. На каждой станции были приготовлены непростые вопросы и задания. Бегаем по станциям, выполняем разные задания. 17 станций. Если мы их все выполним, пробежим первым, мы получим класс. Здоровый образ жизни был заметен во всем. Помимо бега, стрельбы, танцев, активных игр, организованный флешмоб добавил спортивного колорита. Подобная
игра «Квест» проводится в нашем городе впервые. Безусловно, направлена она на развитие активной позиции современной молодежи путем спортивных конкурсов. Ведь в здоровом теле здоровый дух. Мы еще запланировали именно флешмоб, чтобы с тематикой вот именно спортивной. Как бы Медведь, он преподавал, получается, зарядку, показывал зарядку для молодых ребят. Медведь как страж был выбран не случайно. С давних пор этот зверь является хранителем лесных богатств. Скажите, Медведь, вы, наверное, сложные придумали вот для ребят, так сказать, конкурсы? Конкурсы? Ну, мы старались не такие сложные, наверное, больше креативные. Что подумали ребята, побегали. Потому что главная цель нашего флешмоба, всего этого события, это здоровый образ жизни, прежде всего. Приучение к спорту и думать, и бегать. А главный приз это какой? Что подарите ребятам? Главный приз останется тайной. Будет сундучок, внутри будет сокровища, собственно, мои. Ребят сопровождаете на всех, да, станциях или как? Как происходит соревнование? Я хожу, просто слежу, как они проводят испытания, скажем так. Курирую, можно сказать, где-то подсказываю, где-то, наоборот, их патруниваю, чтобы быстрее соображали и работали. Та команда, которая за наименьшее время прошла удачно все станции и стала победителем. Она получила долгожданный приз или сокровище стоимостью 10 тысяч рублей. Но все же самое главное – приобщение молодежи к культуре и истории нашего города через знакомство с местными достопримечательностями и возможность общения со своими сверстниками. Самые большие открытия совершаются на стыке разных наук. Хочешь, чтобы о тебе говорили, стать знаменитым и достойно зарабатывать? Включай мозги. Проекты молодых ученых Бурятии получат поддержку из Москвы. Руководитель инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Слепенчук говорил об этом на встрече с молодыми Эйнштейнами республики в Бурятском научном центре. По словам Михаила Викторовича, наука и бизнес созданы для взаимодействия. Эти сферы деятельности взаимопроникаемы, что и он и доказал на собственном опыте. Еще академик Рацимович говорил, что наука – это удовлетворение собственных интересов за счет государства. Так вот, начиная с 1991 года государство перестало финансировать науку. Я подумал о том, что лучше я пойду сам заработаю деньги и буду организовывать сам экспедиции. Так и оказался на фондовом рынке России. Совсем скоро в Бурятию приедут ученые, преподаватели и аспиранты из главного университета страны Московского государственного университета. Обмен опытом и идеями выгоден обеим сторонам. Пока молодые ученые Бурятии могут надеяться лишь на собственные силы и поддержку со стороны республиканского правительства. Только наукой, без финансовой поддержки, заинтересовать современного молодого человека непросто. Сейчас у студентов абсолютно никакой заинтересованности нету, потому что для всех сейчас, как говорится, стоит финансовый вопрос. Мы им предлагаем, давайте заниматься этим. А что нам за это будет? Видите, их заинтересовать очень сложно. Если бы, допустим, их науку как-то кто-то финансировал, прям определенно, да, давал, вот столько-то вам даем, да, и работайте в этом, наука будет идти. Потому что у них очень много идей. Байкальский регион и Крайний Север – два приоритетных направления в современной науке. Эти регионы, по словам Михаила Слепенчука, требуют особого и пристального внимания ученых. И именно в них возможно слияние интересов науки и бизнеса. Несмотря на проблемы, молодые ученые готовы заниматься разработкой новых проектов и идей. Как показала встреча, людской ресурс есть. Остается надеяться, что бизнес и наука сумеют найти общий язык. Основное привлечение – это общение со многими людьми, общение с очень умными людьми. Те, которые ребята идут именно в науку, поступают в аспирантуру, это действительно желающие, думающие люди, которые действительно хотят познать новое, изучить что-то, внести свой вклад в науку. Но, несмотря на возникающие сложности, на их пути молодые ученые – это научный потенциал, интеллектуальные ресурсы развития, это будущее российской и бурятской науки. Итальянская кинодива Софи Лорен сказала, прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь. Не случайно лучшим антидепрессантом является поход в парикмахерскую и смена имиджа. Мы решили не ходить в дорогие салоны, а научиться делать красоту самостоятельно, за 3 минуты. Поэтому специально для тебя и только онлайн рубрика «Действуй».
Говорят, прическа может многое рассказать о парикмахере. Наш стилист без лишних слов профессионал. Поэтому под руководством мастера мы и будем делать свои первые шаги в красоту. Пышные прически сегодня не в моде. Это не может не радовать, так как времени естественных начесов прошло. Свободное место заняли косы. Различное плетение позволяет не только выделиться из толпы, но и придать своему образу невинность и очарование. Коса – вид женской прически, наделяемой брачной символикой. Одну косу носили девушки, 2 косы – замужние женщины. Первое заплетение косы девочки означало ее переход в новую возрастную категорию. Чтобы косы были длинными и толстыми, в канун Рождества клали под подушку веревку, а лента в косе была знаком того, что девушка на выданье. Лен, привет. Ну, это все теория, хотелось бы на практике овладеть этим искусством. Может быть, ты научишь меня и наших телезрителей искусству заплетения кос? Ну давай, начнем с самого простого, я думаю, да? Для того, чтобы подготовить волосы к плетению, лучше всего их смочить водичкой, чтобы они не пушились. Можно использовать какие-то средства косметические, но не фиксирующие, просто которые убирают пушистость волос. Давай, ты будешь на второй стороне работать. Это не самое сложное, я бы сказала. Так, расчесывай волосы. И выбирай вот здесь вот, небольшую прядь. Какую косу мы сейчас будем плести? Некоторые называют эту косу французская, некоторые колосок. Начинается все с элементарной косы из 3 прядей. Вот переплетаешь. Это, мне кажется, знакомо. Угу, переплетаешь. Теперь вместе с последующим переплетением берешь еще дополнительно прядь. И вот так подхватываешь каждую прядь. Старайся делать потуже, иначе у тебя очень быстро расплетется. Слушай, мне кажется, я куда-то уже не в ту сторону заплетаю. Все вовнутрь. Is a nutter. Hot girl, I heat up when I touch her. Chica caliente, got me bopping to merengue. I feel so El Presidente. I'm running shit and I'm loving it. She got a mean no bumper, you should see what she does with it. She dip it down low, I can never get enough, oh no. She gives me the run around, but I stay chasing. But I need help, I'm in love with a crazy girl. But it's all good and it's fine by me, just as long as I hear her say I puppy. And I'm crazy, but you like it. Что-то уже похоже или нет? Похоже, но немножечко запутано, конечно. Но я думаю, что если ты потренируешься, то в следующий раз ты еще лучше заплетешь. Покажи, пожалуйста, вот как сделать из обычной косы, да, и вот из этой воздушную. Чтобы сделать из нее не просто вот такую плоскую косичку, а более воздушную, мы начинаем немножечко вытягивать из каждой вот так прядочки, из каждого переплетения маленькие прядки. Уже из обычной косы можно сделать что-то очень красивое. Уже не повседневный, а более вечерний вариант. Такую вот косу можно немного обрабатывать лаком, чтобы тоже пушистость убрать и зафиксировать ее. Вот. Можно как угодно ее уложить, заколоть можно как-нибудь красиво, и уже это будет практически вечерняя прическа. Мы немного научились основам, а теперь усложним задачу, сделав вечернюю прическу с плетением. Лен, наверное, я не смогу такое сделать произведение, а ты покажешь нам, да, что можно из косы сделать целую прическу. Это тоже на основе французской косы, но, как говорится, шиворот на выворот. Наоборот, коса будет лежать у нас сверху. Yeah.
косе мы используем тот же способ, который вы видели ранее, но все движения происходят у нас вовнутрь, то есть не сверху, а вниз. И прядки подхватываем мы снизу. Постепенно, не торопясь, прядь за прядью, экспериментируя, вы получите красивый вид и оригинальную прическу, которая, несомненно, заставит окружающих обернуться. Ну вот такая красота у нас в итоге получилась из обычной, казалось бы, косы. Как вы видите, все просто, главное желание. Это была рубрика «Действуй», оставайтесь на линии, и мы вместе научимся делать еще много чего интересного. Учиться, учиться и еще раз учиться. Безусловно, интеллектуальное развитие – процесс важный и необходимый. Но не будем забывать и про досуг. Тем более, что выбор мест отдыха разнообразен. И ежегодно свидетелями этого становятся тысячи детей, подростков и молодых людей. Кто-то в качестве отдыхающего, а кто-то выбирает для себя роль вожатого. Жаркое, звонкое, долгожданное и такое короткое лето. Хочется все успеть. Отдохнуть, поваляться на песочке, расслабиться и забыть о работе, учебе. Использовать свободное время с максимальной пользой и научиться чему-то новому и полезному. В поиске приятного досуга не нужно ехать за пределы республики. В Бурятии немало мест отдыха. Летний сезон 2011 доказывает это. Так, в минувшей детской кампании участвовало около 1 миллиона оздоровительных учреждений, в том числе 33 загородных оздоровительного типа, 5 санаторно-оздоровительных, 408 с временным проживанием, 159 труда и отдыха и 75 палаточных лагерей. Яндола, Березка, Байкальские волны, Подлиморье, Юность, Министерство образования. Оздоровительная кампания у нас прошла благополучно. И по данным Роспотребнадзора, Управления пожарного надзора, аварийных ситуаций в детских лагерях зафиксировано не было. В сравнении с прошлым годом групповых случаев инфекционных заболеваний и пищевых отравлений не зафиксировано. Республика Бурятия была отмечена в числе тех регионов, которые благополучно завершили и успешно осуществили летнюю оздоровительную кампанию. Бурятия является сегодня благополучным регионом. Что касается финансирования, то в этом году оно на 7 миллионов превысило прошлогодний, составило 247 миллионов рублей. В целом сезон завершился успешно. Для ребят были созданы различные оздоровительные программы, спортивные игры, купание, закаливание, психологические тренинги, обучающие семинары, кружки и секции. Ведь летний отдых – самое лучшее, что есть в году. Все гениальное просто, главное творить, действовать и идти к своей цели. Теперь все выпуски программы онлайн вы можете найти на сайте bgtrk.ru. На сегодня все. Не забывайте быть онлайн. До встречи!